Воронье. Предвестники беды, но не воды. Можно ли подумать, что эту землю коснулась засуха? Можно, если смотреть глубже. Внутри домов та самая пустыня, из которой можно найти выход самыми практичными методами. Из бетончика ковшичком ее наливаем. Таким способом греем, моем в блюдечке. То есть вот снег для того, чтобы полить цветочки. Из самого простого ведра со снегом, из самого дорогого кулер. Вода в этом конкретном доме обходится в 2000 в месяц, не считая самих поездок в город и протоптанной дороги до колонки. Если сама вода в переулке Урожайной будто мираж в пустыне, то счет за нее вполне реальный – около 500 рублей по тарифу за последний месяц. За последний неурожайный месяц. В результате того, что на конце февраля стояли очень морозы с низкой температурой, получилось так, что водовод дважды в течение 1,5 дней закрывали. И те участки, где не было разбора воды или какие-то тупиковые участки, получились очень промерзшими. В результате вот данный переулок Урожайный просто замерз. Старая как мир история, изношенные сети. Сначала они просто давали сбой, воды не было во всем поселке. Проблему устранили, но оказалось, что часть водопровода замерзла. Эта часть пришлась на весь переулок. Как итог, обесточены 14 домов. 14 домов с людьми, которые вот уже месяц моются из таза. Привозим 150 литров. Если у меня муж больной после операции, мы просим наших кого-то знакомых, чтобы они помогли эти 150 литров в день привезти домой нам. Стирать мы отвозили в прачечную 2000 каждый раз. Жить без воды совершенно невозможно. И нас очень много в доме, и каждое утро надо и помыться, и умыться, и зубы почистить, и чай попить, и сварить. В поселке имеется несколько колонок, и вот одна из них близлежащая, буквально на соседней улице, но, как вы видите, воды здесь нет. Колонка номер 2, расположенная, кстати, рядом со школой, которая тоже периодически остается без воды. Несмотря на подручные утеплители, эта колонка тоже замерзла. Самая последняя и самая дальняя находится примерно в 1,5 километрах от обесточенного участка. Попробуем надавить. Пошла. Люди звонили, писали, заявки водоканалом принимались, служба даже приезжала на место, но ничего не менялось. И вот когда уже казалось, что дело труба, служба все же подъехала эту трубу отогревать. Мы приехали к этим людям ровно в одно время с прибытием водоканала. Работа продолжалась 2 дня. Согреть водопровод и возмущение людей оказалось не так-то просто. Когда сами жители прокладывали водопровод, прокладывали в ненормативной глубине. Кто как смог, тот так и подключился к сетям водоснабжения. Соответственно, в зимний период происходит промерзание. Неизвестно прохождение сетей, когда они были проложены, в каком диаметре, какой глубины и так далее. Вот мы с этой проблемой сталкиваемся, мы с ней боремся. Это не просто отогреть парогенераторной машины трубопровод, который мы знаем, где проходит и где он находится. Сейчас для того, чтобы отогреть замерзшие сети, мы привлекаем крупногабаритную технику, производим земляные работы, раскапываем грунт, на сегодняшний момент тоже промерзший, и, соответственно, отогреваем водопровод. Долгое время водопровод вообще был бесхозным, а далее по суду был передан на баланс водоканала. Что теперь может сделать ведомство со старыми коммуникациями, которые не выдерживают нагрузки? Ничего, оправдывается водоканал. Выход есть, парируют жители. Они предлагают сделать врезку в соседний водопровод. Там и сети установлены по правилам, и диаметр трубы шире. Синя – это существующий водовод диаметром 100 мм. Он пересекать будет новый водовод вот в этой точке, во овраге. То есть мы просим дополнить проект, но одним единственным колодцем. То есть наличие этого колодца снимает сразу целый ряд проблем. То есть мы, уже адресно отключение производим. За проект водопровода от Карбышева до Березовой рощи отвечает Министерство строительства. Свое обращение жители ведомства уже написали. К чиновникам обратились и мы, но в ответ тишина. Может быть потому, что процесс этот не быстрый, не дешевый и затруднительный. Еще и потому, что поселок надо хотя бы включить в проект,
который этого совершенно не предусматривал. Однако специалисты считают, дополнительный колодец вмонтировать можно, только это не даст никаких гарантий. Вот новый строящийся здесь водовод получается, да, который проходит вот здесь вот через посадку, да, как показано на схеме. Он диаметром 800 миллиметров, и напор там ровно такой же, как и в водоводе диаметром 600. И изменение места врезки, в принципе, ничего не даст. Что получается? Обеспечить объемом воды, пожалуйста, только ее снова придется ловить. Плачевное состояние сетей – проблема даже не поселковая. Такое наблюдается и в городах. Под вопросом и состояние водозаборных скважин. Существующие в пик потребления работают на пределе, поэтому кроме ремонта имеющихся необходимо бурить новые скважины. Это непростая работа, потому что, вы видите, здесь уже как бы построены жилые дома, есть какие-то объекты инфраструктуры. То есть условия стали стесненными. Для того, чтобы здесь провести реконструкцию, необходимо использовать бестраншейные методы прокладки трубопроводов. В том числе. Соответственно, нужно прежде всего, конечно, все это сделать по проекту, а не так, как это было сделано самостроем в 70-х годах. Помочь сможет только новая федеральная программа. Об этом на неделе заявил мэр столицы. Причем существовать она должна не за счет жителей, а за средства федерального, регионального и муниципального бюджетов. На сегодня износ производственного фонда составляет более 57%. При минимальном уровне замены сетей в 4% от общего объема ежегодно фактически объем составляет всего 3%. Тот самый процент, зависший в воздухе. Будет ли принята когда-нибудь эта программа, конечно, неизвестно. Сегодня известно только то, что вода в поселке уже появилась. Но надолго ли? Или все продолжится по принципу спасения засыхающих – дело рук самих? Диляра Юсупова, Андрей Мохов, Влад Поташников, Андрей Ключников. 7 дней.